Память о великом наставнике. Сегодня народному учителю СССР, заслуженному учителю России и Республики Коми Александру Католикову могло бы исполниться 80 лет. Так получилось, что памятная дата совпала с еще одним юбилеем. Детский дом, в котором Сан Саныч проработал почти четверть века, в этом году отмечает 65. Ксения Лосева побывала на памятном митинге. Народный учитель СССР, заслуженный учитель России и Республики Коми, человек года в образовании, почетный гражданин Сыктывкара. Вот далеко не полный список регалий Александра Католикова. Впрочем, звания и награды меркнут перед тем, как любимого учителя называли сами дети. Сан Саныч, батя и даже папа. Он сумел стать самым близким человеком и другом для тех, кто в этом мире остался совсем один. В каждого ребенка он верил до последнего. Человек работает с детьми, не бывает все гладко. Взял за руку и повел. И все это знают, потому что самый сложный процесс – это процесс воспитания и становления. Но Александр Александрович умел. То есть он видел, как это нужно делать, заботился о детях. Вы знаете, никогда не жалел, но при этом любил так, что все эту любовь ощущали очень сильно. И все понимали, что это сказал батя, значит, должно быть сделано. Он начал свою педагогическую деятельность учителем физики, затем организовывал внеклассную работу в первой школе Сыктывкара. А после, в 1967-м, был назначен директором Дворца пионеров и школьников. Во время его работы в учреждении появились мотоциклы, машины и даже двухпалубный теплоход, который плавал, только представьте, до Архангельска и Соловецких островов. В школу-интернат он пришел в 1973-м и сразу принялся за дело. Все, что построено сейчас вокруг основного здания, делалось под его началом. И что важно, вместе с воспитанниками с самых ранних лет Сан Саныч приучал детей к труду. Мы привыкли к труду, он нас к этому учил. Он самое главное всегда говорил, главное, чтобы вы учились хорошо, знания получали. А для вас я все сделаю. Хотите, говорит, там трактора, хотите мотоцикл, хотите, говорит, если что-то сошить себе, пожалуйста, выбирайте материал. Вообще он все для нас сделал, чтобы мы не чувствовали, что это не дом наш родной. Выпускники вспоминают, Сан Саныч всегда был рядом. И в трудные, и в радостные минуты. Много работал, организовывал мероприятия, пел песни под гитару, поддерживал, давал мудрые советы, обсуждал новости и выезжал с воспитанниками в Межадр. На рабочем столе целая стопка писем. Выпускники писали Сан Санычу и после того, как улетали во взрослую жизнь. Делились самым сокровенным и, конечно, говорили о том, что очень сильно скучают по семье, которую Католиков сумел создать в стенах школы-интерната. Даже праздники в интернате проходили по-особому. На день рождения Сан Саныч всегда дарил воспитанникам именно то, что они загадывали. Вот такая связь, которая с уходом великого учителя не оборвалась, а наоборот стала сильнее. Сегодня, когда Александру Католикову могло бы исполниться 80, у его памятника собралось сразу несколько поколений, для которых он всегда был и будет особенным человеком. Его такие простые и в то же время глубокие слова о том, что жизнь коротка и нужно спешить быть добрыми, не перестанут быть актуальными никогда. Ксения Лосева, Олег Костромин, телеканал Юрган, Сыктывкар.